соседи, знакомые. Я, в общем, молча уехал. Вот. А когда приехал, они меня увидели. А ты, говорит, где был-то? Я говорю, на СВО был. Он говорит, мы, говорит, думали, ты прикалываешься, шутишь, что ты действительно туда собрался. Я говорю, ну я собирался, говорю, так. Просто долго думал, взял молча и собрался и поехал. Никаких проводов я не устраивал. Попрощался с семьей, обнял жену, дочку и все, уехал. Алексей Марчук родился и живет в Нижнекамске. К своим 33 годам успел многое. Закончил политехнический колледж, освоил профессию электрика. Уже больше 13 лет трудового стажа. Отслужил в армии, женился, воспитывает 2 дочерей. Заботится о пожилых родителях. Папа воспитывал строго, а папа у меня сам ветеран МВД. Семья у меня простые, рабочие. До февраля 2022 года у Алексея была обычная биография хорошего парня. Теперь один пункт «Доброволец специальной военной операции» отличает анкету Алексея от множества других. И не пойти на СВО он не мог. Я рос на военных фильмах, мне всегда нравились. Всегда нравилось, как ребята там воюют, которые хорошо выглядят в беретах, в форме, красиво смотрятся. Для меня они были кумирами. 24 февраля, когда началась специальная военная операция, я долго смотрел по телевизору, в интернете, везде в разных соцсетях, как гибнут мирные жители, как дети страдают, как дети боятся, дома у них разрушены. Долго думал, чтобы поехать туда и внести свой вклад. И решился. Никому не стал ничего говорить, просто родителей предупредил. Я хочу туда, я там нужен, я туда поеду. Меня отговаривали, жена отговаривала, мать, отец. Я все равно стоял на своем. Оформился и поехал, чтобы увидеть все своими глазами, всю правду. Мы были просто в разных точках, просто были в разное время. Я когда уходил первый раз, потом я пришел, у меня был краткосрочный контракт. Потом ушел он меня проводил, потом он меня встретил. Уехал он, его проводили, его встретили, и потом я снова опять ушел. Надо уж, как говорится, проявляться немножко к этому моменту, как говорится, если не мы, то кто? Стрелку и снайперу Алексею Марчуку навыки ратного дела пришлось вспоминать очень быстро. Пригодился и опыт срочной службы в армии и занятия спортом, рукопашным боем, восточным единоборством кудо. На полигоне нас готовили примерно неделю, стреляли со всех видов оружия, тактика, минно-взрывное дело, медицина, то есть полностью нас подготовили. Опытные инструктора. И по приезду уже за ленту у нас в батальоне Барс-18 были ребята, в основном контингент, 40-50 лет, вот такие были. Немногословные, умеющие воевать с боевым опытом, у кого Чечня, у кого Сирия, Ливия и так далее. Были даже несколько человек, кто в Афганистане воевал. Причины были у всех поехать разные. Вот мы там разговаривали с ребятами. Кто-то поехал из чувства патриотизма, кто-то поехал там за деньги, кто-то с женой поругался. То есть абсолютно ситуации разные у людей по жизни, там, в семьях. Но нас сплотило то, что мы в одном котле варились. Мы попали в самое пекло. С родиной и родными людьми Алексей мысленно все время был на связи. Даже позывной взял соответствующий. Позывной мой Кама. Почему взял этот позывной? Чтобы ребята знали и легко, но слуху у них было Кама. Вот с Нижнекамска, значит, Алексей с Татарстана, все. Связи у нас никакой с домом не было. Попросил я одну женщину, я говорю, вы сможете моей семье сообщить, что у меня все хорошо, что я живой, просто связи нету, чтобы не переживали. Она дала мне кусочек картонки, я написал номер телефона и текст. В зоне спецоперации времени на то, чтобы осмотреться и привыкнуть к новым условиям, не было совсем. Мы заехали за ленту колонной КАМАЗов, было темно. Сразу прилетела мина, но она в колонну нашу не попала. И всем стало интересно, что это стреляет, откуда, как. Заезжали на территорию ЛНР без включенных фар, в темноте, по кочкам. Вот, через ЛНР уже в Донецкую область мы заехали. Мы работали в Краснолиманском районе, в Краматорском районе. Постоянно под обстрелами артиллерии. Тяжело было, но мы справлялись, поставленные задачи мы выполнили. Бойцы добровольческого отряда «Барс-18» участвовали в боевых операциях, обеспечивали охрану тыла. Шли вперед, разведывали территорию, зачищали территорию, накрывали вражеские позиции, выявляли их сначала. Поначалу как-то было непривычно, до конца не осознаешь, куда попал, когда мины прилетают, когда артиллерия накрывает.
Вот потом как-то привыкаешь уже, и в порядке вещей это все становится. Еще запоминающиеся это вот эмоции, наверное, у людей, у тех, кто воюет, абсолютно разные. Самое, наверное, необычное то, что обстрел, человек смеется, вроде бы и понимает, осознает то, что опасно, но страх куда-то отходит, наверное, у людей на задний план. Кто-то умеет со страхом бороться. В зоне СВО рядом с Алексеем Марчуком были не просто сослуживцы, а близкие по духу люди. Мужики были там такие, это как настоящие братья, с ними было не страшно. Кто был опытный, они давали нам какую-то информацию, которая нас там выручала. В любом плане. Всегда поддерживали друг друга, и с полслова понимания было. То, что Алексей увидел за ленточкой, еще больше укрепило его уверенность в том, что он должен был пойти на СВО, спасти тех, кому больше никто не может помочь. Они были рады, они нам помогали в каком-то там плане, допустим. Они могли что-то нам дать, мы могли что-то им дать. У них даже там лекарств не было. Половина там, в преклонного возраста люди. Давали им и лекарства, и сухпайки, там все были голодные. Увидел, как дети испуганные бегают, как у них все разрушено. Они боятся даже сладости в руки взять. Глаза у них напуганные. Беда там у всех одна. Электричества там тоже не было, там, где мы работали, в населенных пунктах. С водой были проблемы, там на весь населенный пункт мог быть, например, один колодец только, и то вода там не особо чистая, но по возможности кипятили, пили, куда деваться. В своих воспоминаниях Алексей хранит не боевые действия. Чаще всего он думает о спасенных стариках и детях. Самым таким, наверное, запоминающимся был моментом, когда под обстрелом детей мирных эвакуировали. Деваться им некуда, еды у них нет, магазинов ничего нет. У нас всегда в лесу стоял КАМАЗ, куда мы эвакуировали людей и отправляли их в безопасное место, в сторону Сватова. Где-то за 2 дня мой взвод эвакуировал примерно 68, где-то 70 человек. Но эвакуация, опять же, под обстрелами, там и дети, и инвалиды. Заходили в дома к ним, и на руках их несли, кто не может самостоятельно идти. Я мальчишку нес на себе. Я с ним 2 километра пробежал, держал его на руках. У него нога была, потому что в гипсе сломана. Когда я бежал с ним, у меня мысли только одни были, не за свою жизнь там беспокоился. Я думаю, я этого пацаненка должен донести до безопасной зоны. Вот и все, и я выполнил задачу свою. Домой ветеран СВО Алексей Марчук вернулся так же спокойно и буднично, как и уходил. Без фанфар и громких речей. Я на связь вышел, когда мы только с территории Украины заехали в Россию. Предупредил, что вот скоро приеду домой. Пришел домой, семья рада. Посидели, поговорили во всем, долго разговаривали, чай пили, сидели. Где-то в 1, в 2 ночи только спать легли. И все, потом я привыкал к этой жизни уже, к мирной. Дочка была радостная, счастливая, полна эмоций. Мой папа сказал, что поехал работать военным. Сильно скучала. Но я хотела письмо, конечно, написать. Но я не знала, как отправлять. Я люблю папу. Хороший, сильный, любимый. Всех защищает. Уроки помогает делать. Мы иногда прибираемся. Помогает тоже. После возвращения из зоны СВО Алексей Марчук быстро вернулся в обычную жизнь. Восстановился на работе, поступил в университет и получает высшее образование. Растит дочек, помогает родителям и продумывает новые планы на жизнь. По приезду были мысли, потому что, поехать 2-й раз туда, потому что, говорят, 1 раз там побывал, душой там остался, хотелось здесь. Собирался 2-й раз, но так получилось, жена узнала, что она беременна оказалась. И в этот раз я выбор в пользу семьи сделал и остался здесь. Есть 2 принцессы, растим их, они меня радуют. И мне для счастья этого достаточно, что у меня есть семья, я живу в достатке, у меня хорошие дети. С правильным воспитанием. Он меня приятно удивил, когда я узнала, что он был одним из инициаторов акции «Чужих детей не бывает». Наши ветераны собрались,
деньги собрали, купили подарки детям, которые проживают в интернате в соседней деревне. И вот он очень был потрясен, что там живут такие дети. И когда он увидел вот эти глаза радостные детей, получивших подарки от людей, от дяденек, так скажем, в форме. И он у него было воодушевление такое. Во всем поможет, если надо. Он человек такой, который за справедливость. Где несправедливо, не умолчит, скажет прямо человеку в лицо. А так, очень положительный, приятный человек. С такими даже в разведку можно идти. Алексей Марчук – заместитель председателя Всероссийского союза ветеранов СВО по Нижнекамску и Нижнекамскому району. Сейчас главное, на что уходит все его свободное время – помощь ребятам, которые возвращаются из зоны боевых действий. Занимаемся мы непосредственно, курируем наших раненых бойцов города Нижнекамска, но и также последующих, которые не знают, куда обратиться. Курируем их до полной выписки из госпиталей. Здесь тоже обращаемся к волонтерам, дабы, чтобы они отвозили там все самое необходимое бойцу раненому, который находится в любой точке России. Помогаем тем, кто вернулся с СВО, у кого какие-то проблемы с документами, неважно, там, с протезами, любые проблемы пытаемся решить. Совместно с фондом «Защитники Отечества». То есть сейчас, помимо работы и семьи, в свободное время я именно этим и занимаюсь. Помогая живым, Алексей хранит в душе и памяти позывные тех, кто уже никогда не вернется домой. У ветеранов СВО можно даже не спрашивать, какие воспоминания самые тяжелые. За все время, пока я там был, по нам выпустили около 600 снарядов, мин, из которых 56 были тяжелыми снарядами. Града, смерчи, урагана, там что только не работало по нам. Раненых было у нас много, погибших не так много. Ушли на тот свет лучшие из лучших. Настоящие боевые товарищи, которых мы всегда будем помнить.